Моцарт писал очень быстро, легко, играючи. И эти квартеты он писал 2 года. Почему? Потому что он собрался их посвятить самому Гайдну. Поэтому тщательно их хотел определять высшие требования. Настолько он уважал. Так, и вот так жизнь шла. Он писал произведения, он писал безумно много. Кроме того, что я назвал, я напомню, Гайдн работал придворным композитором, капельмейстером и учителем музыки. Подумайте, сколько обязанностей. Ты работаешь с оркестром, разучишь с оркестром новые оперы, новые симфонии, новые концерты, выступаешь с ними. Кроме того, Гайдн, как дирижер, отвечал не только за оркестр. Простите, не только за то, что играет и как играет оркестр. Он отвечал за быт музыкантов. В общем, он был у них и дирижером, и, по сути, директором, менеджером, хозяйственным руководителем. За их внешний вид, за оплату, за распорядок, за все. Обладал удивительным организаторским талантом. Вероятно, от отца, может, передалось ему. Поэтому музыканты у него всегда в хорошем положении находились. Все было устроено им, заботливо, предусмотрительно. Поэтому его любили, уважали, называли папой. С юности называли его папой. Когда он был ровесником. И такое было. И Моцарт потом называл его тоже папой. А в шутку называли мавром, потому что, повторяю, очень смуглые. Может, потому что с ним были хорватские предки. Так вот, кроме того, сочинять музыку. Какую? А теперь представьте, господа, нам все невозможно представить даже такое. Не просто, вот когда появится у вас вдохновение, тогда не пишите. И сколько нужно будет времени написания, столько пишите. Нет. Господин князь был очень твердым человеком. Так, значит, через недельку, через месяц у меня будут гости, нужна новая опера. Все, она должна быть через месяц готова. Или так, через 2 недели у меня будут гости, нужна новая симфония. И он пишет новую симфонию. По заказу, потребнее, это была его работа, не по вдохновению. Вот почему еще так много. Как говорят, нет худа без добра. Может быть, и написал бы Гайдн так много, не будем на этой придворной службе. А еще его князь обожал играть на баритоне. Баритон — название старинного струнного смычкового инструмента с широким грифом. Сейчас таких нет, не играют они. Так вот, и он требовал, чтобы каждую недельку у него была свежая пьеса. И поэтому каждую недельку он писал еще свежую пьесу баритона, большую. Сумасшедший количество музыки. Как он испевал, удивляюсь. И вот в 1991 году, когда его хозяин распустил большую часть оркестра, отправил его в отставку, дал ему щедрую пенсию и оставил за ним заработную плату и титул, он поехал в Вену, купил себе домик на окраине, зажил счастливо, а самое главное, он освободился перед постоянной службой. И тут он получает приглашение из Англии, от премьера Соломона. Приехать в Англию, дать концерты, исполнить собственное произведение и самого дирижера. И написать там в Лондоне ряд произведений. Он поехал. Он нигде не был, кроме Австрии. Тут впервые за границу, да еще через море, он страшно боялся. Конечно, Ла-Манш это не совсем море. Канал, но вообще-то канал такой, что с одного берега до другого берега не видно. Вот, и там довольно бурно. И языка не знал. Приехал. Его встречали восторженно, восхищались, потому что музыканта Куранта в Европе просто не было. Он был номером 1 во всем тогдашнем христианском мире. И англичан тем более своего такого не было. Так вот, его даже пригласили в дворец король с королевой. То есть, вспомнили откуда. Сын каретника. То есть обращались не так, как в Австрии даже и близко не было, там, на родине у себя. Он был в восторге, он заработал огромную сумму денег, британская твердая валюта, вернулся, пробыл там годик. Вернулся. А через годик опять его пригласили, опять приехал, опять написал произведение, он там написал первый раз 6 симфоний лондонских, и второй раз. В общем, все замечательно. В 1991 году было еще одно важное событие для него. Когда он ехал в Англию, в Лондон, в провинциальном городке Бонн на пути из Вены туда, на острова, он повстречал молодую юношу по имени Бетховен, который попросил с ним заниматься. Он сказал, что в общем-то согласен, но сейчас он занят, вот, и там вернется, так поднимается. Он вернулся, они позанимались. Но настолько разные люди, настолько разные характеры, а самое главное музыка. Бетховен был в музыке дерзким, нарушал правила, шел вперед. А Гайдну всего некоторым консерватизмом это не могло нравиться. Вот, поэтому Бетховен от него вскоре ушел. Но
сохраним и уважаем друг друга до конца жизни. И даже первые 3 сонаты Бетховен посвятит своему учителю. Не просто посвятит. Когда их играешь, понимаешь, что здесь сильно влияние Гайдна, молодого Бетховена. Что было, то было. Гайдн был человек проницательный, мне надо сказать любопытные слова о Бетховене. У меня такое ощущение, что у вас 7 пятниц в неделю, что у вас несколько голов и несколько сердец. Это слова Гайдна о Бетховене. Вот такое тоже было. Он был потрясен смертью Моцарта. Он знал, даже не хотел верить в нее, когда он был в Лондоне, там был. И был очень сильно этим убит, можно сказать. И вот в 90-е годы он, знаменитый музыкант, который восхищается весь мир, пишет музыку, пишет симфонии, пишет сонаты, в которых любой слышащий, имеющий уши, понимает, там есть сильное влияние музыки Моцарта. Случай редкий в музыкальной музыке. Знаменитый музыкант, достигший мирового признания Моцарта, его не имел тогда, разумеется. И испытывает влияние молодого коллеги, еще не знаменитого, известного, но не знаменитого. И такое было. Поэтому лучшие его симфонии, лучшие его сонаты, это сонаты симфонии 90-х годов, написанных после смерти Моцарта. И такое было. В Англии он услышал ораторию Генделя и был потрясен. В Европе их не знали, как темните. Настолько потрясен, что решил сделать нечто подобное. Он вернулся в Австрию, вернулся в Вену и написал ораторию сотворения мира по поэмам английского поэта Джона Милтона. Это шедевр его. Исполнение было ярким, публика была в восторге. Вот, и все за ним признали славу великого ораториального композитора. Шли годы, он все больше уставал от суетной жизни в Вене. Понимаете, Вена большой город, столичный, и много времени уходил на светскую суету. Там, когда он жил в Эстерхазе, в имении князя, вся его энергия направлялась, собственно, на творчество, на дело. А тут, и поэтому он повесил на двери своего дома табличку: «Я стар, устал, силы покинули меня». В общем-то, это было кокетством. Он не был болен в нашем понимании этого слова. Но ему казалось, что он уже не тот прежде, потому что не может вести столь активную жизнь. Вспомните, там, в имении. Он работал с оркестром, он работал с певцами, с хористами, разучил спектакли, писал музыку, выступал как клавирист перед князем, обучал музыке, куча дел, а еще занимался хозяйственными делами. А тут этого нет. Ему казалось, что у него и сил нет. И в 70 лет он сделал себе подарок. Он написал свое последнее великое произведение. Он написал ораторию «Времена года» по либретто барона фон Свиттера. Последний его шедевр, великая музыка, будете слушать. Так вот, и когда исполнялась эта музыка, то уже тогда его принимали как великого музыканта современности. Вся Австрия музыкальная. И такое тоже было. Вот, а потом он 7 лет ничего не пишет и умирает в 809 году. Как судьба шутит? У него были 2 брата младшие. Михаил Гайдн и Кристиан, по-моему, Гайдн. Иоганн Хризостом, так называем. Оба, кстати, были музыканты. Так вот, они моложе его, а он их похоронил. Он пережил их, прожил 77 лет. Кстати, еще запомните, Михаил Гайдн был очень известным, успешным тогда композитором, чья музыка повлияла на музыку Моцарта, и кого приглашал себе взамен Йозефа Гайдна, а князь Эстерхази. Так что помните, Гайднов известных 2. Просто один великий, а другой выдающийся. И музыка обоих исполняется. Михаил Гайдн служил в Зальцбурге, был коллегой Леопольда Моцарта и был старшим коллегой Вольфганга Моцарта. Талантливый композитор, правда, очень любил вино, как и Вильгельм Фридеман Бах. Вот, на это часто бывает ссылки. Михаил Гайдн. Так вот, более того, Михаил Гайдн пел в том же самом соборе Святого Стефана после брата. Они там одновременно жили и пели. И младший брат сменил старшего. Такое тоже было. Итак, вы будете изучать в его творчестве симфонии, фортепианные сонаты и ораторию «Времена года». Начнем, господа, с симфонии. У него их не менее 104. Почему я говорю не менее? Потому что может быть и более. До сих пор еще находят рукописи, которые говорят: о, так это, наверное, Гайдн. Такое бывает. Гайдн был первым музыкантом, который поступил очень разумно. Никто не догадался. Значит, когда было 65-й год, ему было 33 года,
Он взял с помощью своего товарища по работе, составил список всего того, что написал за эти 15 лет. То есть с момента, когда с 50 года 65 лет. Так. Потом, когда ему было 70 лет, он взял и составил список всего того, что написал с 65 года до 1802 года. Он первым этим озаботился при жизни, что же он написал. Составил сам каталог. Другие этого не делали, поэтому до сих пор не ясно, кто сколько чего написал. Шуберт, Иоганн Себастьян Бах. Но и то находятся рукописи, как говорится, неучтенные. Почему, скажете вы? Все просто. Дело в том, что, во-первых, Эммануэль Эстрагас горел 2 раза. И в пожаре, знаете, рукописи не горятся. Вот такое было, поэтому находится. Так вот, 104 симфонии. Десятки концертов для фортепиано и оркестра, для скрипки оркестра, для валторной оркестра, для другой оркестра. Он любил и знал духовые инструменты. То есть любому музыканту у Гайда есть что поиграть, попеть. Десятки месс, десятки кантат, 3 оратории, из которых я назвал. 84 квартета. Сумасшедшее количество квартетов. А еще струнные трио, а еще сонаты. Десятки дивертисментов и серенад. Про сонат сказал 54. И то в разных изданиях есть 54, в других изданиях есть 56 сонат. Издания разных фирм. Так. Я не читаю поп-музыки той эпохи, потому что он писал десятки минуэты, гавоты всяческие развлечения. Музыкантам издательства. Его сдавали уже тогда, в 80-е годы, во Франции, в Германии, в Австрии, в Голландии, в разных странах. Он был популярным композитором. Вот его дома. Так вот, море музыки. И есть что поиграть, как говорится. Теперь, итак, 112 симфоний. Симфонию начал писать в 1959 году, когда поступил на службу к графу Морцина. Ему тогда было, помните, 27 лет. И писал их до середины 90-х годов. Ну и получается, лет так 36. Проще говоря, он написал в последней симфонии свою вторую и последнюю поездку в город Лондон. Итак, 104 симфонии. Некоторые симфонии имеют название, запомните, эти названия не композитора, эти названия дала публика, критика, издатель в рекламных целях. Поэтому симфония «Медведь», симфония с часами, симфония «Философ», симфония «Соломон», Оксфордская симфония. Некоторые симфонии имеют название лишь потому, что они были написаны в таком-то месте и по заказу этого города. Поэтому есть парижские симфонии. Есть 12 лондонских симфоний, Оксфордская, понятно почему теперь. Так. Но 3 симфонии у него имеют название, данное самим Гайдном. И названия эти програнные. Утро, день, вечер. Чего не хватает, господа? Обед. О, вы же лучше. Ночь. Ну, слава Богу, как вы быстро догадались. Так вот, разумеется, мог написать ночь, он не стал писать. Поясню, в чем дело. Дело в его нраве. Это был человек, который умел относиться к жизни очень разумно. Жизнь-то разная бывает, мы все это знаем, все переживаем. Так вот, он понимал там, но понимал, что все-таки в жизни больше хорошего, радости, тепла, добра, света. И поэтому ему была ближе такая музыка и те образы музыки, которые эти чувства, это отношение к миру выражают. А то, что вызывает тоску, мрак, тревогу, печаль, это ему было чудо. Поэтому он не стал писать симфонию ночи. Он был певцом, понимаете, радости, света, добра, тепла. Его музыка очень оптимистичная по природе своей. Вот из тех страстей, что у Бетховена, например, у него нет. Той тоски, грусти, что у Моцарта у него нет. Это парадоксально. Так. Так вот этим симфониям дал название. Теперь, я тут упоминал еще 2 жанра. Дивертисменты и серенады. Что за жанры? Объясняю, господа. Это музыка не для симфонического оркестра, а для струнного. Раз. Так что она оркестрована, но не симфоническая. Второе. Это музыка развлекательная. Проще говоря, это первоклассная поп-музыка той эпохи. Дивертисменты и серенады писали Моцарт, многие композиторы, кроме Бетховена, только он отказался. Так вот, дивертисмент буквально звучит по-французски «развлечение». Это музыка, которую сочиняли музыканты, ну, естественно, для своих господ, чтобы вот пришли к ним гости, ходят по углам большой залы, попивают коктейли, ну, американские бывают коктейли, потягивают вино, беседуют, расслабливаются. Вот и звучит дивертисмент. Приятная, сопровождающая музыка, состояние хорошего настроения.
Сидят гости за столом, обедают, звучит дивертисмент. Серенада то же самое, только серенада звучала уже тогда, пообедали, вышли на террасу, вышли в сад, прогуливаются, беседуют, попивают вино. Серенада, вечерняя музыка. Вот таких много писал. И Моцарт таких много написал. Повторите, первоклассная эпоха музыки той эпохи. И он много написал таких. Теперь, итак, симфония. Но, я сказал уже, в 70-е годы у него появляются очень яркие, мощные произведения в этом жанре. То есть он уже добился не только мастерства, самобытности, но и зрелости. Но в 70-е годы в симфониях ненадолго происходит перелом. Какой? Они делаются именно по характеру. В них появляется тревога, печаль, драматизм, волнение. Что случилось? Все просто. Гайден, как и многие музыканты той эпохи, испытал влияние нового стиля «Штурм und Drang». Так его назвали в Германии, а в Европе назвали сентиментализм. Поэтому он пишет симфонию «Ламенто» – плача, симфонию «Страсти» – «Пассион», такие вот названия, цените. 39-я, 44-я, 49-я симфонии. Редкие случаи Гайдена, симфонии печальные, грустные, скорбные. Но это длилось недолго. Почему? Все просто. Гайдену был сделан выговор работодателя за ненадлежащее исполнение композиторских обязанностей. Но не за то, что он там взял, не написал к сроку симфонию. Или оркестр был не одет как положено. Нет, все просто. За то, что симфонии какие-то неправильно вызывают тревогу, печаль, не радуют. Потому что публике, гостям князя это не нравилось. Слишком музыка была серьезная у Гайдена. Вот что было ненадлежащим исполнением обязанностей. Кстати, за подобные вещи получил замечание Моцарт. За серьезность музыки. То есть за то, что мы сегодня ценим у Гайдена, Моцарта, Бетховена, за то современная публика, критика и хозяева Гайдена и Моцарта договаривали. Ну, слишком сложную, умную музыку пишите, господа, попроще надо. Вот Гайден потом не писал таких симфоний, таких печальных, грустных, лирических. Итак, 90-е годы. Он едет в город Лондон, большой город, город космополитический, город с бурной жизнью музыкальной и так далее. Сегодня Лондон сегодня одна из музыкальных страниц мира, столица, простите, говорился, где лучшие европейские оркестры, ну, считая, конечно, Берлинского филармонического и Венского филармонического и Петербургского. А так, остальные лучшие оркестры, пожалуй, там в Лондоне. Это упор в континентальной Европе, как ни печально. Так вот, а теперь заметьте арифметику, господа. Он написал 104 симфонии. Дальше. В Лондоне он написал 12 симфоний. 6 первый триест и 6 второй триест. Так, запомнили. Почему 12? А тогда все писали либо по 6, либо по 12. Помните, сонаты, трио-сонаты, концерта. И это были последние симфонии. Вопрос. С какой симфонии начинается лондонские? Так как? С лондонской. Лондон, может, как-то... Вам по личкам работать. Умеете ответить, ничего не сказал. Еще раз для тех, кто слабо слышит. 104 симфонии написано. Лондонских всего 12. И они последние. После них не было ни одной симфонии. Вопрос. С какой симфонии, с какого номера начинаются лондонские? 88. Так, значит, вас можно в магазине бануть. Раза продавцы. А вы умеете читать тогда? А вам стипендию нельзя давать. Господа, вы что? Вы американские ученики? 93-й получается. Да, если Андрей посвящение не подсказал, что вы делали. Так вот, 93 симфонии, запомните. Это лучшие симфонии. Но это не значит, что эти симфонии только лучше. Блестящая симфония и с часами знаменитая. И военная симфония, милитари так называется. И симфония прощальная, так называемая, я говорю, 39-й, 44-й, 49-й симфония. Это все великие симфонии. И вообще у меня нет музыки слабой. Она вся классная, только есть что повыше, что пониже. Сегодня, слава Богу, в России можно купить практически все симфонии, они записаны, изданы, правда, исполнены иностранными оркестрами, не русскими. Но может и хорошо, потому что, думаю, австрийцы лучше исполнят свою австрийскую музыку. И еще маленькое примечание. Не думайте никогда, что первый великий вообще первый. Вспомните, первый великий композитор Клаудио Монтеверди. Но не он же оперу придумал. Перри, Качини, так и здесь. Не Гайден писал первую симфонию. Их писал вообще Саммартини. Джованни. Тот самый, когда учил когда-то Глюка.
Но первым великим симфоническим, настоящим отцом этого жанра стал именно Франц Йозеф Гайдн. Так вот, вы будете знакомиться с его симфониями на примере одной из них, одной из лондонских. А среди лондонских самые эффектные, яркие от симфонии 103 и 104. Это симфонии, которые являются блестящими образцами использования этого жанра. Раз. И второе, сонатно-симфонического цикла. Так, сейчас проснется. Господи. Теперь, пока он просыпается, что здесь? Почему не только да, увлекся рассказом. Обращальная симфония. Вообще-то названия никакой не было. Симфония 45 г-моль. Обратите внимание, г-моль. Почему это важно? Вообще-то классицисты, Моцарт редко, крайне редко писали симфонии, сонаты в минорных ладотональностях. Так вот. Раз, вам пришло в голову? А что я сделал? За вас. Это написано в минорном ладу, соль миноре. Редкий случай. И действительно, там много печали, отчаяния, порыва. Есть легенда, и может быть и даже не легенда, вполне в духе той эпохи, нравов и поведения Гайдна. Второе имение князя Эстерхази находилось далеко от Вены, по нашим, вернее, по их меркам, по нашим рядышкам, все же Покровские эти. А для них далеко. Так вот, а семьи у всех были в Вене. Почему? А там, где они жили и работали, не было места для семьи музыкантов. Только вот Гайдн имел право жить с семьей, и еще один музыкант, капельмейстер, все. Ну, находили выход с положением довольно просто. Раз в полгодика князь отправлялся в Вену, в столицу, побыть там недельку-другую, брал с собой оркестр. Ну как же без оркестра там поедет? Кто же будет мозг играть? А тут Гайдн, простите, а тут время идет, князь никуда не едет, и не едет, и уже год прошел, не едет. Они уже беспокоились, как быть-то. И попросили их дирижера, руководителя Гайдна хлопотать там как-то, намекнуть князю. И вот говорят, что Гайдн придумал это средство. Он написал симфонию, во-первых, необычную для того времени, спокойную, тревожную, драматичную симфонию. И самое главное, симфонию, которая не кончается. Говорят, что у нее открытый конец. Представьте себе последнюю часть. Я вам описывал вчера, какой должна быть симфония. Что в последней части? А в последней части музыка тревожная, печальная. Чем дальше, тем более печальная. И музыка не действия, а переживания уже необычная. А кроме того, она исполняется оркестром, который с каждой секунды делается на одного музыканта меньше. Вот все 3 человека. Один доиграл свою партию, встал, ушел. Второй, третий, четвертый. Осталось 5, 4, 3, 2. Один не закончил свою партию. Она написана так, будто бы оборвали. Тушат свечу, тогда были свечи. Скрипку под мышку выходит. Князь был не дурак, князь понял намек. Музыкантов отпустили в отпуск на пару недель. Симфония осталась и с тех пор по традиции уже 200 лет, ну, с хвостиком уже. Ее так не исполняют. Правда, свечей нет, потому что запрещено в залах свечи зажигать. А лампочки от музыканта, значит, открыли, выключают лампочки, стоят под мышкой и выходят. И остаются двое, потом один доигрывать в полной темноте практически и уходят. Сильный эффект производит. Действительно великая симфония. Вот. И, признаюсь, если это нравится больше у лондонских симфоний, там все, конечно, оптимистично, радостно, весело, но здесь есть особый шарм в этой симфонии. Сейчас, минуточку. Ранние симфонии. Ха-ха-ха. А здесь она... Ну, в медиатеке все есть просто. Вот, послушайте, с чего начинал молодой симфонист Йозеф Гайдн. Здесь ему 29 лет, 61 год. Симфония номер 7 «День». Номер 7 «День». Это его дебют. Ну, не совсем, как перед этим было, себя понимаете, 6 симфоний, но тех никто не слышал и не исполнял, потому что рукописи утеряны. Это дошедшие до нас произведения. Заметьте, чем начинает симфония. Музыкой медленной, музыкой лирической, музыкой переживания размышления. Потом они будут начинаться иначе, не будет. Он еще ищет себя в этом жанре. Жанр там молодой, новорожденный. Он его, по сути, любит. Но всегда у него симфония будет начинаться обязательно медленным вступлением разных характеров. Это будет чертой стиля Гайдна. Всегда симфония начинает медленное, большое вступление. И потом уже будет радостная, бодрая музыка, живая, музыка действия.
слезная, ламента, то есть самое, что написано в 70-е годы. Помните? Грустная-прегрустная. Сейчас ручку наберет. Кстати, итальянцы говорят, они не самые лучшие, прямо скажем, симфонические музыканты. Ну ладно. Раз играют, пусть играют. Итак, вот слезная, послушайте. Странно, почему тут минуты слезные? Заметьте, нот-то какой-то грустный, печальный, нерадостный. Тогда Моцарт, еще очень молодой человек, живет в провинции Зальцбурге. А это музыка уже звучит. Кстати, под его руководством капелла, то есть оркестр князя Эстерхази, сделался высококлассным коллективом и приобрел репутацию одного из лучших в Европе вообще, куда приезжали послушать, как играют. Конечно, был большим мастером, то есть классным дирижером, капельмейстером, по своему сегодня. А вот отличный симфоний «Философ». Кстати, он сам был своеобразным философом по жизни. Есть телевизионная картина о Моцарте. Вроде бы я записывал для нашего колледжа, я уже не помню. Так вот там один из героев это Гайден, показанных отношений. Нас, по-моему, вот это классический темп анданте, темп медленного, спокойного шага, такого шага, во время которого мы успеваем не торопясь подумать, поразмышлять. А Гайден был прогулки, любил поразмышлять, памятник Гайдну стоит в Вене на оживленной шумной длинной улице Мария Химфельштрассе. Но поскольку он стоит, тротуар, вот здесь памятник, вот здесь дома идут, он сливается с домом, не бросается в глаза. А самый пышный, самый богатый, дорогой памятник в Вене ни Бетховену, ни Шуберту, ни Моцарту. Иоганну Штраусу, младшему автору вальсов и оперет. Он аж позолочен, и там вся пасутся туристы. Да, хоть подойти к нему, поднять справа, поднять слева и так далее. Вот. А памятник Гайдну не позолоченный, но зато сделан с белым мрамором. Довольно красивый памятник в стиле итальянского барокко. Так, господа, на сегодня все. До встречи в понедельник. Значит, в понедельник будет опрос на тему, так, минуточку, вокально-инструментальное творчество Себастьяна Баха, месса, хохмесса, вернее, и страсти по Матфею.